Так, кролики, это... Я вообще, для начала хотел бы просто поделиться. Мне к вам как обращаться? Но вы на Мое просто можете обращаться. Мое? Вы меня насколько младше, старше? 72-го года девушка. На вид я, наверное, старше вас. А Да, так? молодой же парень. Не, вы можете мне говорить, теоретически, можете мое без вот этих остальных. Без ханум, да, все, без ханум, регалий без вот этих тата- вот. Ой, я не могу. Сусанна Ханум, Не, к вам. Саночка. Не, давайте серьезно, ну что, возьмите себя в руки. Сусанна нормально? Да. Сусанна Ханум. Сусанна и мои. Если Сусанна и будет мои. ханум прорываться, ничего страшного, я переживу. Ну, это моя воспитанность, просто, понимаете? Я что же бей могу говорить? Не, это вот это не надо уже. В отместку отстреливаться. И я бы хотел спросить насчет театра. Вот мне интересно, вы же, получается, вместе в театре работали, да? Сусанна, вы еще работаете в театре? Очень мне нравится ваше слово «еще работаете», не дождетесь. Как я можно? сказала, я никуда из своего театра не уйду. 1 сентября уже у нас будет ровно 25 лет, как я служу в Крымско-Татарском театре. 25 лет? А скажите, пожалуйста, вот я как человек далек, честно, от театра, знаете почему? Ну, мне ближе кино, на самом деле. Потому что у меня всегда был вопрос, вот кто играет в кадре, да, вот Крымско-Татарский театр, вот почему вот такое все накрученное, перекрученное, это вот как-то похоже на какие-то мои тексты, да, когда я сильно гиперполизирую вот образы. Есть такое или мне кажется? Театр вообще, Нет, наверное, нет. специфика такая, делать немножечко Вот Немножечко плюсовать. Вы знаете, в кино такое есть, Жора, ты переигрываешь. Вот мне кажется, в театре вот эта вот переигровка, она просто как базис идет. Нет, я сейчас объясню, во-первых, почему делают крупные жесты, предположим, почему делают иногда утрированные эмоции. Во-первых, кино, вот ты смотришь кадр, там общий план, крупный план, а в театре, вот представьте, взяли вы билет, ну достался вам в 18-м ряду билет. Если я сделаю вот так, вы можете не увидеть. Поэтому мне приходится делать вот так, чтобы увидел не только в 3-м ряду зритель, а чтобы увидели все. Возможно, это. Ну, я не знаю, если вы имеете в виду именно наш театр. Нет, я вообще, наверное, все-таки да, потому что... Еще гиперболизирование, да? Ну, такое, вы понимаете, о чем я говорю? Темперамент, я понимаю, крымско-татарский темперамент, наша вот эта вот зажигательность. Кстати, у нас в театре иногда бывают приглашенные режиссеры, не крымские татары. У нас был замечательный режиссер Владимир Аносов, покойный нынче, к сожалению. Вот он поднял наш театр на определенный уровень. То есть, когда о нашем театре заговорили. Академический уровень, да, получается? Да, да, именно при нем мы получили статус академический, и тогда вышли его 2 спектакля. Это, они так с небольшой разницей. Это «Макбет», первый спектакль был, который даже возили в Шотландию на Шекспировский фестиваль. Я тогда только в театр пришла, и я просто смотрела. Сторонились, да? Да, я просто смотрела. Мы тогда учились на 1-м курсе, по-моему, института. Вот. И «Кармен». В «Кармен» я уже работала. Правда, работала в массовке. Там была не просто масса, а там была четко выстроенная, там танцевальная, скажем, такая пластическая была массовка. Вот. И Владимир Андреевич всегда говорил: у вас такая мощная энергетика, с вами так хорошо работать. Лично с вами или с театром? Нет, с нами как с актерами. Я не лично про себя сейчас говорю, я говорю про театр. Вот. Я тогда, только-только. Сейчас я уже 25 лет, а тогда, И он всегда настаивал, особенно, вот когда мы играли спектакли, у нас было 2 варианта. Был русский вариант, а был крымско-татарский вариант. Он говорит: играйте на своем. Вы даже ходите по-другому на татарском. Об этом, кстати, говорил и Владимир Магар, который у нас не так давно поставил спектакль «Женитьба». Он тоже заслуженный деятель, заслуженный артист и России, и Украины, очень
Хороший, очень интересный режиссер. Он был в театре Луначарского в Севастополе главным, художественным руководителем. Сейчас он в Русском театре, здесь в Симферополе, худрук. И вот он, когда он ставил спектакль, он ставил, естественно, сначала на русском, как на понятном ему языке, а затем уже как бы татарский текст стали. Он говорит: слушайте, а вы на татарском интереснее выглядите. И он очень хотел, он просто настаивал, чтобы мы играли «Женитьбу на татарском». Ну вот, и плюс еще, плюс еще плюсовки. Возможно, комедии. Жанр определяет существование актера на сцене. Иногда в комедиях можно действительно так плюсовать, что просто вот так, фарс. Комедия тоже есть, просто комедия, лирическая комедия, есть фарс, и даже в комедии есть свои вот правила игры. Потом есть еще театр абсурда, там свои законы, ну то есть... Я готова. Дигримент, давайте мы будем сразу пить кофе, потому что, вы будете крутить, да? Да. Нормально, можно? Можно вас? Можно. Эксплуатируйте. Да, вы вообще как к кофе относитесь? К чему? К кофе. Я очень хорошо отношусь. Нормально сидите на нем? С утра... Не, вы крутите и говорите. Да. С утра это обязательный ритуал. У меня даже сын 11-летний. Она и мне. Ну, и, естественно, ему побольше молока. Ну, а так это обязательно. Потом, если вдруг случается такое, что я дома, обязательно нужно выпить в районе 12 часов. Я думал, 12 кружек, это в районе 12. Нет, это второй кофе. И как минимум в 4. А если кто-нибудь зайдет вдруг, там, из соседей или в гости придет, судьба. ну тогда уже можно... Корвалол. И 5. Не, нормально. Вообще, странно, интересное отношение к кофе. То он вреден, то он полезен. По последним вроде исследованиям очень полезен. Я был недавно у кардиолога, не кажется, не по плохой теме, а просто как бы разговаривал. И она мне долго рассказывала о том, что кофе, очень вредно, надо пить меньше. И потом, когда я уже уходил, она мне вслед кидает: кстати, там вот последние исследования, говорят, что очень даже хорошо, от всего помогает, от всего спасает, и вы вообще не слушаете, что я полчаса вам рассказывал. То есть, вы полчаса моей жизни потратили. За день. И это интересный факт, да, получается? Вот вроде как кофе существует в нашей жизни, да, у стариков наших, вообще в нашем этносе. Это же кофе, оно неотъемлемое, серьезная традиция, да. И, честно говоря, интересно наблюдать за людьми, которые кофе вообще не приемлем. У меня дочь. Она как снобегенная. Это не связано с новым поколением, нет? Не знаю, думаю, что у нового поколения какие-то свои настройки там. Я не знаю, у меня же сын тоже нового поколения, он как-то... У вас он вообще нового поколения. Дочь вообще нет, она говорит, мне даже а она ничего, просто когда ставим кофе, просто ей не наливаем, и все. Она как бы понимает, что кофе надо будет варить, она учится варить, все, понимает, что это традиция, что его надо будет ставить, но она не пьет, и все. Интересно будет наблюдать, когда она придет уже к моменту, как на пороге взрослой жизни, что называется. Уже там. 18 лет уже порог. Да, и вдруг она захочет пить кофе, вот так, да? Я не знаю, все может быть. Но, скорее всего, она же смотрит, вы все кофе смакуете. Я до 12 лет молоко не воспринимала, а потом я, например, вдруг захотела молоко, и мне просто до такой степени вкусно. Она пила молоко, она в стакане, какой-то с какими-то крекерами, до такой степени вкусно это делала, что я с тех пор пью молоко. А до этого я его просто не могла вообще себе представить. К нему полное неприятие было. Так, давайте все. Что, уже? Конечно. Да, это очень, очень продуктивная дигримент. У меня такие отношения, что сейчас можно я вот так вот? И мозг включает. Так, вы там разберетесь, да? Это ваша, сегодня это ваша обязанность? Да. Я сейчас иду туда. Крутите барабан. Сусанна, я хотел вот что спросить. У нас один театр, да? Один. Да, государственный один. То есть, да. А почему у нас не 10 театров? Я думаю,
В будущем будет и 10 театров. Сейчас вот есть Алтын Бешик театр, который состоит из наших же актеров, которые... Получилось так, разделение нашего театра. Это все очень хорошие артисты, с большим опытом, с большим багажом. И я думаю, я считаю, что нужен еще и детский театр. Я считаю, что еще нужен театр кукол крымско-татарский. Чем больше у нас театров, я думаю, тем для нашего народа лучше. А вот смотрите, вы говорите Алтын Бешик, да? Это получается как бы 2 театра, да? Да. Ну, так условно. Мне интересно, вот театр, он как-то характеризует нынешнее состояние вообще народа? Это какой-то, может быть, какая-то лакмусовая бумажка, которая показывает вот культурное состояние человека, народа в целом, какой-то его, вот вы понимаете, да, о чем я говорю? Я понимаю. Можно вот так вот, скажем так, вот может человек, к примеру, из-за океана посмотреть спектакль наш татарский и сделать какой-то вывод про наш народ? Я думаю, что... Отражает он вообще состояние? Естественно, это же Маяковский, да, сказал? Нет. Так, вы на тонкий лед зашли. Нет, театр – это не зеркало, а увеличительное стекло. Но вообще считают, что театр – это отражение нашей жизни. И вот проблемы, которые присущи нам, когда люди видят их со стороны, вот когда в исполнении артистов, они, конечно, уже их по-другому переживают. К сожалению, сейчас пошла такая тенденция, и это не только в нашем театре, это вообще общемировая тенденция, что люди больше склонны ходить на комедии. А что там плохого? Я не говорю, что это плохо. Это просто тенденция, я да? говорю, это, вы сказали, к сожалению, я поэтому сразу подумал, что это плохо. К сожалению. Почему к сожалению? Потому что комедия – это на самом деле очень сложный жанр. Я понимаю. Она говорит, вышел, покривлялся, похохотался. Вот. На самом деле комедия очень сложный жанр. И действительно, по-настоящему качественно поставить и сыграть комедию, для этого нужно очень многое. Вот. Но с чего, собственно, начиналась история театра? Это в Древней Греции. Очищение. То есть через трагедию люди должны были посмотреть трагедию, очиститься, катарсис. Вот это основная функция театра, которую он нес тогда. С тех пор, конечно, много что изменилось. И сейчас уже на драмы, трагедии люди идут менее охотно, чем на комедии. Но где ж столько комедий-то хороших найдешь? Смотрите, вот вы говорите, к сожалению, пошли комедии. Но комедия – это сложный жанр. То есть получается, что уровень театра все равно растет, если это сложный продукт. Но опять-таки есть же разные комедии. Есть комедии бытовые, есть комедии поэтические, есть я говорю просто вот как актриса, да? Меня в основном воспринимают как комедийную актрису. Интересно, почему? А мне хочется драмы. Нет, я не скажу, что... Был же опыт. Нет, у меня был. Плохой или хороший опыт? Нет, у меня был опыт может, и в театре. «Лесовая песня». Я вот не видела. Урман Турксы был вообще великолепный спектакль. Его ставил Ахтем Ситаблаев, художник был Шевкет Сидометов. Они сейчас... И они сейчас восстанавливают этот театр. Вот и сейчас, я прочитала недавно такой вот... объявляется кастинг на «Лесовую песню». Урман Турксы, Ахтем Ситаблаев хочет ее ставить в Киеве. У меня так сразу все. У меня бывают, какие-то моменты в жизни. Вот бывает какая-то музыка, которая навевает какие-то воспоминания. Или ароматы каких-то духов, когда это было. Вот для меня, например, спектакль «Урман Турксы» это просто вот как глоток свежего воздуха. Он был такой тонкий, он был такой красивый, он был такой поэтичный. И в чем состояло, собственно, ноу-хау тогда Ахтема Ситаблаева. Он объединил произведение Леси Украинки и как бы посадил ее на крымско-татарскую почву. Это был перевод Юнуса Кандыма. И музыка была
Музыка, во-первых, живая была музыка. Наши музыканты сидели на сцене, но их никто не видел, там была такая декорация, как скала. Как будто они сидели в скале, а мешковиной. Как бы нюансы. Да, то есть они видели, что происходит на сцене, и исходя из этого они давали фон. Там лейтмотивом вот этой вот мавки была песня «Теле Турна». Я ее до сих пор, когда слышу, у меня просто вот такой вот трепет. Вот настолько, это был такой... Это драматическая роль? Да, конечно. Это была, я играла мать главного героя, тогда мне было, меньше на много лет, да. То есть, я не была матерью в жизни, но на сцене я, и это была сложная роль, там нужно было думать, там нужно было, и вот мы с Ахтемом ее вот просто лепили, ваяли, и я счастлива, что я прикоснулась вот именно к такому жанру, вот именно в такой работе мне посчастливилось сыграть. Так получается, это закономерность? То есть, если вас люди воспринимают как комедийного актера, да. И значит, любой комедийный актер хочет какую-то драматическую сложную роль. Гамлет. Да, вот вы знаете, это вот у кого кудри хотят прямые волосы, у кого вот то же самое, и вот хочется, да. Просто вот у актеров же как они? Я все могу. Я и драму могу, и комедию могу, я и зайчиков могу. Я даже Чайника играла, если хотите знать. Да, что была сказка, у нас есть она, эта сказка называется «Красавица и чудовище». Был такой сюжет, когда людей колдунья, волшебница превратила в предметы. И мне досталась роль Чайника. Все разное было. И Чайника сыграли. Майя, как вы считаете вообще, в чем проблема? Почему у нас нет много театров? Вот смотрите, в чем суть моего вопроса, да, я хочу обозначить. Вот у нас есть государственный театр, да? То есть государство поддерживает все как положено. Почему у нас мысль нашего народа так не развита, что она может родить какой-то частный театр? Частный. Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Давайте попробуем. Сейчас он есть Алтынбешик. До этого был у Ильмара Аблаева, да, был театр. Народный театр. А там был взрослый. Да, то есть театры, попытки какие-то есть. Но он же тоже финансирование уперся в конечном итоге. Вообще все упирается в финансирование, в первую очередь, как пара Эверенду Дугучалар, да, то есть тут... Вы что бы ни делали, упрется финансирование. Финансировать искусство, я думаю, что никак не сильно выгодно. Либо надо делать очень попсовый какой-то материал, то есть, или вот совсем-совсем на комедии садиться, когда же государственный театр с Хавим Хачижах. Она здесь смотрит. Тогда получается, смотрите, можно сделать такой вывод, что у нас народ не заинтересован в своем театре. Вот по-честному. По-честному пока заинтересован в бытовых проблемах выжить, держаться на плаву бизнесу. А это, вспомните этот мультфильм «Я подарю тебе эту звезду светом нетленным». Там же сначала... Вы сейчас любимый мультик моей жены напомнили. А я его тоже... Я его в деталях знаю. Как поступал там... то есть я не думаю, что люди сильно изменились, там, пусть не с первобытных времен, но то есть там же тоже... вообще не изменились. Там же тоже, я вам спойлер просто, да? Во всей эпохе идет одна и то же. Сначала бытие, и потом уже «Я подарю тебе эту звезду». Мы как-то разговаривали с Риуф Агаджиевым, сейчас он уже за 90 ему лет, он наш сосед теперь получилось так. Это, если вы знаете Динару Аджиеву, получается, Харбабалар, там она с Немджеса. И вот, когда он только приезжал в Крым, мы с ним разговаривали, он рассказывал свою историю, и он сказал такую фразу, которую мы сначала должны были, когда наелись, мы начали заниматься культурой крымских татар. То есть, когда в Турции более-менее там обосновались, на ноги встали и начали песни, то есть мы начали петь и танцевать, мы собирать стали ансамбли. То есть сначала это на ноги встать. У нас сейчас есть ансамбли, мы поем, танцуем.
Ну, наверное... У нас сейчас очень много ансамблей. Да, мы сейчас поем, танцуем. Но то есть, смотрите, это получается, вот эта вот пирамида Маслоу, да, это работает? Работает. Да? Я то есть, работает. просто не все с этим согласны? Я то есть, работает. вот по, ну, то есть сначала наелись, да, Да, потом да. себя защитили, условно говоря, успокоились, а потом уже о высоком начинаем разговаривать. Я думаю, да. Мы сейчас, получается, на каком этапе? Мы сейчас наесться пытаемся или что? Ну, мы уже как бы, уже чуть-чуть мы наелись, и у нас уже есть как бы где жить, наши пещерки уже более-менее удобные. Скоро, значит, ну, то есть, если возникают уже какие-то там, пусть, ну, я не скажу, что там на хороших, да, основах разделения, как-то сейчас я боюсь поставить на стол, да. чуть-чуть подержу, оно сейчас остынет, и я это... Не, вы найдете основа, да, вот сейчас он даст. И я хочу сказать, что... То есть мы сейчас на этапе, вроде как у нас уже никто не голодает, да? Ну, шкур как бы, да, никто не голодает. Мы уже начали Просто петь. понимаете, вот смотрите, Мы уже начали петь, но мы еще чуть дальше, ну, уже, я думаю, пойдем. У нас даже к пению претензии, понимаете? Вот у нас даже к пению претензии. Я, когда разговариваю с разными людьми, есть люди, которые говорят, ну, вот хорошо, у нас мы поем, а другие говорят, а что мы поем? Это же ужас, что мы поем. То есть и здесь тоже есть какой-то цензор есть. Правильно. Теперь смотрите, в чем как бы у меня вопрос. Мы сейчас к поэзии придем. Просто, как по мне, поэзия – это наивысшее искусство. Вот честно, я не говорю, я ни к чему не притягиваю. Но я считаю так, что вот когда у нас было Крымское ханство и когда было все хорошо, да, крымские ханы, они считали поэзию вот просто каким-то запредельным, высочайшим уровнем вот всего вот этого творческого проявления. То есть если взять такую мысль, что в Крымском ханстве было все хорошо, были деньги, законы, все работало, и вот в этой, получается, структуре на самой вершине хан говорил, что поэзия – это топ, да, то есть высшее проявление искусства. Сейчас отношение к поэзии, ну вот Майя, наверное, знает, какое сегодня отношение к поэзии. У нас вообще что с поэзией сегодня происходит? Мы можем сказать на дуа, что я поэт? Можем такое сделать? Можем. Вот родственники собрались и все говорят, а ты чем занимаешься? Там один там сварщик, другой, а я вообще поэт. Они не зарабатывают. Это... А мы про заработок, да, вообще Нет, все время? Когда мы поэт говорим, что имеется в виду? Вот я поэт, меня все знают, что я поэт. Ну, вы потому что поэт. Ну, то есть вы уже давно. Ну, сейчас, Асана, дайте одно блюдечко. Если, допустим... Сейчас вам дадут. Я могу без блюдечка. Не, вам дадут. Ну, эстетическое удовольствие. Эстетическое удовольствие вы должны получить. Поэзия, у нас Алия любит так отсекать графоманство от поэзии, Алия Кинжалиева. Ну, кстати, я бы поговорил с ней на эту тему. Да. Насчет графоманства. Да, и я, например, вообще сначала думала, у меня какой-то вот, был такой момент, что пусть все пишут, время отсеет. Дело в том, что я думаю, даже поэзия или там, допустим, произведение фольклора, или там поэзия, которая стала песнями, они все прошли через фильтр серьезный времени. То есть то, что мы на сегодня имеем, эти все записи, это, ну, как бы то, что прошло через фильтр времени. То, что сохранилось, ну, я не говорю о том, что многие там, допустим, артефакты были просто уничтожены, да, то есть то, что у нас осталось, вот то, что мы имеем, мы сейчас видим, и оно действительно нас восхищает, вот. Но оно стало таким, потому что оно прошло через фильтр времени. Там, ну, какой-то фильтр все равно прошло. Вот. А все, что не нужно, оно отсеялось, отвалилось и забылось. Есть вещи однодневки. Есть произведения однодневки. Сейчас просто у нас есть возможность это все фиксировать там на видео, на бумагу как-то, да. То есть и однодневки превращаются в многодневки. Однодневки сейчас, однодневки просто вот там вот остаются. Я недавно, знаете, девочка молодая в истории вот выложила в Фейсбуке, молодой человек играет, но играет он, музыка нас связала, у меня волосы дымом встали, я такая, вот этот вот. Мне не нравится ностальгировать по тому периоду вообще, я не ностальгирую совершенно. А тут молодая вроде девчонка, и ей нравится. Она говорит, у меня ассоциации с детством. Конечно. А у меня с какими-то вот, с общежитием, с какими-то... Детство и юношество. Ее детство и мое юношество вот пришлись на этот период, и я не считаю, что там... Они, знаете, у меня такое ощущение, что они хорошо просчитанные песни, которые знают, как вот, ну, там, да, вот правильные ритмы, правильно подобранные, но они совершенно какие-то там... Два притопа, два прихлопа, да, это вот все просто... И они начали, да, и они пошли, но они зафиксировались.
И все. Смотрите, я знаете, что думаю? Смотрите, я что думаю насчет этого? Люди ищут то, что было раньше. То есть вот они себя в детстве помнят, что им было. Это же от несчастья. Если человек сегодня себя чувствует, ну, как бы не очень, то он вот детство свое вспомнил, да, и все, его унесло. Я, в принципе, знаете, что хотел вот, как бы у вас спросить? Сусанна, вы тоже свое мнение скажите насчет отношения вот у нас сегодня в крымско-татарском обществе, вот вообще к поэзии в целом. Это вот у меня сложилось четкое впечатление, что это пренебрежительно к этому относятся. Не знаю, я вижу людей, которые слушают, и причем у нас был, допустим, вечер в Евпатории. Это вы про творческий вечер говорите? Ну, я имею в виду, мы же стихи читали. Да. Ну, творческий вечер. То есть это лояльная аудитория собралась. Мы собирали, мы просто дали объявление, да. И люди ехали из Черноморска в Евпаторию. Ну, нет, но все равно ехали. Нет, согласен, да. Ехали, я думала, что ехали на песни, на музыке, потому что с нами была Эльвира Сарахалил, но мне сказали, нет, мы ехали слушать стихи. И меня так удивило. Меня всегда удивляет, что да, вы так пишете, да, вот мы вас хотим слушать. Мне сегодня сказали, давайте где-то хотелось бы где-то собраться и послушать, чтобы вы почитали. То есть люди хотят, чтобы мы почитали. У нас в Бахчисарае скоро кофейня откроется. Это не реклама. Там можно будет собираться и устраивать поэтические чтения. Мы, в принципе, смотрите, как бы тогда получается у нас ситуация не такая тяжелая с этим делом. Можно я тоже скажу? Вот, как человек, который зачитайте свое стихотворение. Стихи писать не умеет. Абсолютно. Ложку с плошкой срифмовать не может. То есть я не умею писать стихов. Но, например, Маешкины, то есть моих любимых поэток, которых знаю лично уже не один год, современных, да, я читаю с удовольствием. Дело в том, что поэзия, я думаю, всегда была элитным видом искусства все-таки. Вы сейчас нашу элиту обидите. Кого? Интеллектуально. Так я ж поднимаю. Элитная, ничего попало. Вот. Конечно, поэзия, она сложнее прозы, потому что там надо там определенный ритм. Там писать не могу совсем. Ну почему совсем? Можешь. Просто тебе вот как-то вот то, что вот кому что дается. Правда не могу вот от сюжета провести. Да. Ну ладно. Это потому что другая история. Я вам просто скажу, что проза это другая история. Да, на самом деле, Мария, вот по-честному, на поэтических вечерах, что не бывает же, чтобы огромное количество народу приходят люди. Вот нету вот но этого те, кто приходят, они действительно ее ценят и понимают. Почему я говорю об элитности этого? Это очень благодарные. То есть это люди слушают и люди осознают и понимают. Но и им это нравится. Да. Мы начинали с 3-5 человек. Ну, то есть, как бы у нас даже, мы просто, у меня даже когда-то был такой, не конфликт даже, а меня просто задело, что вот мало приходит. Да не должно быть много. Мне кажется, что собирать большие там залы, да, мы, может быть, будем. Может быть, нам нужно время. Вот я сейчас с вами вообще не согласен. Любого слушателя, вы знаете, надо воспитывать. Я с вами вообще не согласен. Я считаю, что если вы сегодня не собираете залы большие, это не потому, что они не нужны нам. К Маслову возвращаемся. Конечно, но это же речь идет о том, что люди просто, может быть, внимания этому не уделяют. Возвращаемся к пирамиде. Вы же понимаете, что, но вот вы сегодня возьмите из своего окружения, ну вот у вас может быть поэтическое окружение, но вы просто человека на рынке встретите и спросите про стихи. Вот вы скажите, вот вы как к поэтам относитесь? Он скажет, да, надо за станок встать и работать. Нет, давайте я вам расскажу случай из жизни. У нас, когда я работала в музее, всегда Айши наша возмущается тем, что не знают художников. Ну, то есть, но задача музея популяризировать, давать знать. То есть тут надо работать и доносить. Человеку на рынке вообще некогда просто, потому что он как машина. Одна машина зарабатывает деньги просто как и обеспечивает работой работодатель. Вторые машины, в принципе, работают, и только, но это такой организм живой. Я почему говорю, потому что на рынке я тоже поработала. Я не брезгливо сказал рынок, я имею в виду, что в плане, когда я пришла туда, то, что я поэт, естественно, никому, а зачем?
Просто люди не все должны, наверное, знать поэзию. Есть какой-то, ну, это все равно какие-то кастовые, я не знаю, какие-то такие разделения. Кастовые. Я хоть элитная сказала, ты тут уже кастовая. Нет, начинается. Не в плане, что они, да, это неплохо, но это люди, которые живут несколько другими интересами. И приходили, потом, когда мы сказали, что мы читаем стихи, мы пригласили тех девушек, которые работают с нами, они пришли, слушали, им понравилось. Просто им, понимаете, у них нет ниши для... У них задача другая стоит. Они приходят, честно говоря, я приходила, я просто вот доезжала, Сусанна видела, как я ехала. Ну, то есть это был полный вообще... Ну, я ехала, я просто спала. Я доезжала до дома, я в таком состоянии совершенно спящем доезжала. Меня все время переживали, что я проеду. Вот, будил водитель периодически. Но просто, знаете, это отдавали энергию? Ну, физически, ну, как бы там ты с людьми общаешься, это очень тяжелая работа. И строителю тоже, знаете ли, не до стихов, он тоже приходит, вот муж мой приходит, я его иногда ловлю, я ему читаю. Я знаю, это очень тяжело. На рэп-батле, да, просто? Я просто ему говорю, хочешь, я тебе сейчас прочитаю, я понимаю, что он просто а куда ему деваться? И он слушает. Так, ну вот смотрите, давайте тогда так. Просто я вообще к чему, да, говорю? Мне поэзия нравится, но поэзия разная. Да. И я больше как бы к Серебряному веку, ну потому что я, наверное, не владею языком в той степени. Понимаете, да, о чем я говорю? Это как вот, когда, допустим, вот ты не знаешь язык другой, и его начинаешь учить. Просто... Вот для меня степень знания языка какая? Вот ты шутки начал понимать на языке, значит, у тебя уже продвинутый уровень. А если ты поэзию читаешь, ты, значит, уже хорошо продвинут в языке. То есть поэзия, это же, получается, очень такой лаконичный, вот просто такой вот плотный сгусток вот этого смысла. Ну, эмоции. Потому что сказать в 4 строчках о многом, но я про хорошую поэзию говорю, да, то есть я не говорю про графоманство, хотя я вообще не люблю это слово графоманство, если честно. Вот. Я просто думаю, что вот поэзия это такое что-то очень сложное. И если сегодня у нас в нашем обществе маленький спрос на поэзию, но недостаточный спрос на поэзию. Все-таки я хотел бы, чтобы, мне хотелось бы, чтобы поэтические вечера, они были массовыми, чтобы это было вот такое вот, чтобы там муху было слышно. Ну, я вам хочу сказать, допустим, я последний самый свой сольник, когда делала, слава богу, пришли мои друзья, очень близкие. Я знаете, почему? Они пришли, потому что я хороший человек. Знаете, я почему не люблю вот эти вот сольники? Вот я когда начинаю смотреть, я когда слышу плохой звук, вот нас тоже за это ругали, из-за плохого звука. Вот плохой звук, и я сижу, напрягаюсь, то есть я так плохо язык, скажем так, да, я не могу полностью его понимать. И вот из-за того, что техническая сторона хромает, ну да. Понимаете? А на техническую сторону нужны деньги, все упирается в финансирование, и мы пошли по кругу. Я все хочу эту мысль сказать, но она уже, по-моему, уже можно. Не, вы скажите, мы вернемся. Вот Дявер сейчас сказал насчет того, что это все-таки сложно. У меня ощущение, что вот сейчас пошла тенденция, это опять-таки всеобщая тенденция к упрощению. Да. Чем проще, тем понятнее. То есть напрягать мозги и думать о каком-то там глубоком смысле не все хотят. Я не знаю, или это от того, что люди обленились, или от того, что вот это вот огромное количество всяких... Еще есть, знаешь, просто сама по себе как бы мы живем в обществе, где пошли как пиктограммы. То есть мы возвращаемся к пещерной живописи, когда идут картинки. Ну, то есть, в принципе, это и есть. Да. Ну, вот это вот множество всех гаджетов. Нет, подождите, но вы же понимаете, что у нас же мозг самый главный, да, а он всегда стремится к сохранению энергии. То есть, если у него есть путь, когда он может очень быстро что-то понять и забыть, это идеальный вариант. Недавно, когда я хожу, допустим, просто вот варю кофе, и меня тут накрыло. Мне надо срочно бежать и успевать это либо на клавиатуре, либо, я заведу заметку в телефон, куда-то это все дело зафиксировать. Так. Это моя эмоция, а не мысль. Это меня вот... Что-то там. Нет, это скорее эмоция. Это мысль, которая у вас в голове, она живет. Да, и в итоге к чему-то приходит. Это мой опыт. Это может быть эмоциональный окрас, но это все равно мысль. Ну, это так что в этом упрощении? Это плохо?
Что я мы не все знаю. Вы не знаете. Дело в том, что мы-то на это повлиять не можем. Хорошо. Почему это мы или не можем? плохо? Ну, здрасте, мы можем повлиять. Подождите, смотрите, если я сегодня... Кто-то выбирает картинку, кто-то выбирает Нет, текст. вот смотрите, знаете, что думаю? Если, к примеру, меня многие знают, ну, я такой известный, ну, допустим, звезда какой-то, ну, допустим, я, Джамала не буду говорить, очень известный крымский, деятель, да? Сервер Кокура. Давайте вот так вот, давайте по-серьезному. И смотрите, то есть меня многие знают. Да. И тут я начинаю насаждать в хорошем смысле слова, сложную литературу, сложные конструкции, какую-то вдумчивую историю, сложную музыку. То есть я начинаю повышать вот этот вот градус. И люди, которые хотят быть в тени моего вот этого величия, да, известности, все, люди же все равно приспосабливаются, они же тянутся к светлому, да, где движение, все, это все нормально, это все правильно. То есть люди начинают тянуться и начинают повышать свой уровень в том числе. Если, допустим, сегодня это тот же Кокура, да, мы берем его как величину, да, какую-то, начнет 2 притопа, 3 прихлопа, все раз и подумают, это наш уровень, вот мы здесь, мы с ними. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Как он стал известным этим человеком? То есть, подождите, как дойти до... Мы берем сразу Вот это известного. хороший вопрос. Мы берем сразу известного. Вы знаете? Как он стал известным? А я вот вам сейчас скажу, смотрите. Как он дошел до Давай этого? послушаем, Есть нам ответ, скажут. есть ответ. Смотрите, вот вы Дудя слушаете, смотрите? Иногда. Вот смотрите, я его канал начал смотреть, когда у него было 70 тысяч подписчиков. То есть очень рано. Я прям застал. Вот третий у него был гость, и я его начал смотреть. И интересный момент. Первые гости, первая волна гостей были суперизвестные люди. То есть распиаренные. То есть там, у кого аудитория, 2 притопа, 3 прихлопа. То есть он поднял себе аудиторию, а потом начал говорить на серьезные темы. И начал снимать серьезные фильмы и про Колыму, и про то, и про то, и про то. И народ вдруг осознал, что у нас был такой-то режим, что у нас было то-то, то. То есть вы понимаете, да? Он начинает разворачивать. То есть, от простого к сложному. Конечно, да. И вот эти люди, которые в спящем состоянии находились, они начинают пробуждаться. Я думаю, что, может быть, у нас вот этого не хватает. Если мы сегодня говорим про поэзию, вот вы видите, вы сами сразу настроены на то, что поэзия это очень камерно. Смотрите, вы констатируете факт. Вы констатируете факт. То есть половина это лояльные зрители, половина это те, кому интересно, условно говоря. Но я не думаю, что есть человек сейчас, который наизусть ваше стихотворение расскажет. Да я сама не расскажу. Вот. Понимаете? То есть о чем я говорю? То есть получается, если у нас сегодня поэзия как одно из проявлений искусства, да, и это маркер на самом деле тоже нашего народа, да, если у нас мало поэтов, значит у нас и народ маленький. Нет, у нас... Или нет? Я не думаю. Я думаю, что пропорционально у нас поэтов на наше время достаточно. Многовато, да, даже? Нет, не многовато, но достаточно. Нет, я не думаю, мало, что мне не сказать, что я мало. не могу сказать, что у нас мало. Я, согласна с Сусанной, когда она говорит, что я работала в единственном издательстве, потом стала не единственная Лагашков. Есть такая потом конкуренция между собой. Я не знаю, сейчас свелось все к медиацентру, и то есть, это вот получается уже есть ли другие издательства, я не могу сказать, я просто не в теме. Я работала, я же вообще много где поработала, в единственном музее, допустим, я поработала. Потом появляются какие-то народные музеи, то есть где-то Эский храм появляется, я не знаю, они там между собой связаны или нет. Айдера Ибрагимова, да, появляются вот такие музеи, свои частные музеи появляются. То есть... Я Багашлан, Халилов, Исмаилов, Халилов. Я мечети, который? Прощения, да. Айдарага, да. Я прошу прощения, потому что Айдарага я помню, и оно потом пошло. Да, поэзию поэзия это такая вещь, да, которую, можно сделать, как сказать, сейчас объясню это слово, номенклатурной. Вот. Можно сделать поэзию номенклатурной, и стихи будут нужные, как нужно написанные и на нужную тему, и будут говорить о нужных вещах, и будут все равно какие-то такие нонконформисты, которые будут сами по себе вот так вот. То есть поэзия это то, что, знаете... Так, хорошо. Серебряный век, он был тоже на таком кризисе, знаете, на таком кризисе времен, да? А золотой век? Золотой век, вы говорите о Крымском ханстве? Нет, золотой век поэзии, мы же про поэзию говорим. Так, значит, я сейчас что-то забыла. Так, смотрите, я знаете, что говорю? Вот
все сводится к тому, что стихами не заработаешь деньги на хлеб, правильно? Я нет. Да никто нет. Ну что значит Почему? я нет? Поэты, песенники, Подождите, которые... есть У люди, нас которые кто? пишут... Ну, другое дело, что не зарабатывает. Не, вот смотрите, понимаете, в чем фундаментальная проблема поэтов сегодня? Ну, поэт это не профессия. Вот. Был такой товарищ Маяковский, который был богатым человеком, и он тоже... Был союз писателей, в котором люди... Ну, подождите, индустрия, значит, была. В качестве... Но я же говорю, но это было все равно номенклатурно. Я не понимаю слово номенклатурно. Он читал стихи, смотрите, он читал, вот давайте возьмите Есенина, он начинал читать стихи, и просто образовалась масса народу, которые слушали Не, этот ну род. подождите, Евтушенко читал стихи, масса народу. Да. Ну, то есть есть Евтушенко хороший пример. Ахмадулина читала стихи и... Ну, это как раз был вот именно всплеск интереса к поэзии. Подождите, а Евтушенко это какой год? Ну, пускай будут 60-е. Это же уже Советский Союз. Пускай Застой. Это хрущевская весна, и потом раз, и... Да застой уже. Все. Ну, уже потом застой. Потом они были уже Сначала взрослые дядьки. А начинали-то они вот возле оттепели, памятников. собственно, хрущевскую оттепели все и Да, началось. они Вот тогда был такой взрыв, и тогда все полными залами сидели, висели гроздями. Сейчас там есть на Полоскова, балконах. которая Да, она есть очень сейчас, как вот басой Светлана Лаврентьева, которая, допустим, ну это те поэты, которые мне просто интересны были. Допустим, я не знаю, что Светлана Лаврентьева это кот Басё. Я на сайте Стихи.ру как-то наткнулась на эти стихи, и все. И узнали ее. И улетела совершенно. Вот. Потом я уже узнала, что это Светлана Лаврентьева, то есть даже я не знала, что это за человек такой. Ну, там стихи, там такие тексты, что захотелось даже подражать в чем-то. И я стала писать тоже не столбиком, Басё кот, да, наоборот. Ну да, не столбиком, а вот как-то так, как вроде как рифмизированная проза, мне это же, форма понимаете, понравилась, это же что-то. от подачи ее зависит. сейчас слушают, она сейчас просто туры совершает. Она совершает туры, потому что у нее есть подача стихов, И может понимаете? быть у нее есть какие-нибудь менеджеры, я не знаю. Ну, То есть, понимаете, я думаю, поэт это как ребенок вообще. Поэт в России больше, чем поэт. Нет, творческие люди, я думаю, в любой точке географии творческие люди, они как дети. В плане менеджмента. Я думаю, что к поэтам это не относится, потому что поэты это всегда какие-то... Если настоящий там гениальный или очень талантливый, то он обязательно где-то, ну, я не знаю, почему не богатый. Ну, как-то так. Это потому что принципы житейские у тебя такие, что ты где-то не можешь продать себя, может быть, где-то не хочешь продать себя. Ну вот в этом все. В это все упирается. Просто у творческих людей, я думаю, ну то есть, если, допустим, есть тут человек на зарплате, да, в театре, это повезло. Это везение. Потому что существуют каждый театры. день смс-ка. Надо 31-го. Нет, просто у человека работа с ее жизнью, вот с ее увлечением повезло занять место и работать. Я, допустим, ну, наверное, потому что поэта, может, я не знаю, почему, я всю меня вот метала зигзагами, то туда, то сюда, то я здесь, я, значит, не смогла работать, то я вот там не смогла работать. Везде вроде бы хорошо могу сориентироваться и работать, и вроде бы даже работаю хорошо, но вот клинит, и все, и я не могу, мне нужно какую-то свободу, мне нужно где-то пострадать немножечко, вот знаете как, ну это же стимулирует поэта, то есть я пишу стихи, когда мне плохо. Ну так опять катарсис прошла. Да, значит, перерождение Феникс из пепла, значит, это там возродился. У вас можно сборники по трудовой книжке можно смотреть, да, сборники? Может быть. Вот, в адекват вернулся, там стихов понаписал, пострадал, написал стихи, все, отрефлексировал. И ничего, в принципе, дальше то можно в хозяйстве применять. Ну, какой можно сделать вывод вообще? Я почему про поэзию столько говорю? Ну, мне это как бы интересно, и вот у меня вопрос всегда. Если сегодня наше общество, мне кажется, все-таки пренебрежительно относится к поэзии, вот серьезно, у меня такое ощущение сложилось, что немножко есть какое-то пренебрежение. Ну, то есть, это профессия, которую не заработаешь, это что-то несерьезное. Вы понимаете, о чем я говорю? Но это не профессия, но все равно не Вот, профессия. видите, вы даже сами об этом говорите, но Поэт, это который профессия. будет писать и зарабатывать на этом, то есть книги, да, ну вот раньше, я же говорю, существовал и существует союз писателей, в который я не иду.
Но это уже мое. Ну это же не панацея. Ну пойдете вы и что, вы залы сразу будете собирать? Этот союз писателей, он все-таки занимается продвижением, как бы. У вас... Он издает сборники, он способствует изданию сборников. Но тут такая немножечко идет схема, что этот сборник не продается, а уходит в библиотеки. И я не знаю, я не знаю, как сейчас, вот, но так было. Ну вот я сейчас не согласен, вот честно, я с вами не согласен. Издайте за свои деньги книжку. Я вся такая, да, талантливая, страшно талантливая. Да. Есть сборники Шелькиаинат. 300 там экземпляров было издано в первый раз, 300 потом еще доиздавали. Я знаю, что мои книжки еще лежат. Вот такая я вся талантливая, ну не нужна эта книжка. Причем она не за самые большие деньги, маленький сборничек, который, как я мечтала, может поместиться в кармане. Да, покет. И я так видела. Ну как-то оно вот... Так я же про это вам и говорю, это что не сегодня... это просто отсутствие интереса, это не пренебрежение. Пренебрежение – это когда уже идет негативное, знаете? Подождите, ну если я пренебрегаю, я создаю вид, что у меня нет интереса к этому. Нет, если у вас нет интереса, то у вас нет интереса. Человек, если интересуется рыбалкой, то он интересуется рыбалкой. А если он не создает, он не делает вид, что ему неинтересно, он просто не интересуется этим. Ну, неинтересно человеку, понимаете, и все. Человек пьет кофе или не пьет кофе. Я знаете, почему? В чем я не согласен? Вот вы говорите, что вот союз писателей, что там туда-сюда, там какой-то сборник. У вас сейчас есть Facebook. Да. Огромная аудитория и площадка. Вот 3 лайка. Да. 3 лайка. 3,5 лайка, ну условно. 3,5 лайка. Ну, и то из них 2 ставит, там, моя сестренка. То есть я об этом говорю. То есть, люди же это видят, но почему нету этой волны, почему нету вот этого обсуждения? Потому что к упрощению, а я пишу... На староусманском? Нет, не на староусманском. Нет, я пишу на современном, но когда я увидела, что в газете «Харам» к моим стихам еще сделали лугачах, у меня сердце... Это уровень. Сердце стукнуло. Причем, знаете, у меня такое ощущение, что люди, которые читают, наверное, у них есть может быть такая создаться иллюзия, что я, чтобы написать стихотворение, обкладываюсь словарями и нахожу интересные слова, обязательно их вставляю. Ну, может, так и есть. У меня вот здесь вот это все заложено, оно выстреливает абсолютно в те моменты, когда интересно этому тексту. Смотрите, знаете, так, хорошо, это понятно, да? Я, знаете, что хотел сказать? Заканчивая тему с поэзией, я думаю, что это вообще мало кому интересно, вот честно. Да. Но я считаю, что в поэзии вообще ключ на самом деле. Потому что вы знаете, она отображает очень точно дух времени, эпоху времени, вот поэзия. Вы можете 4 строчки прочитать, и вам будет примерно понятно, что в это время происходило. Смотрите, еще, по-моему, в наши студенческие времена говорилось о том, я не знаю, то ли это когда я была студенткой, то ли это когда я была ассистентом на кафедре, но такой факт у меня в голове где-то там остался, что в спокойные времена, в ровно текущие времена пишутся проза, пишутся романы, пишутся большие, да, вот эти, как это называется, эпические произведения, да. А вот во времена революции, кризисов пишется поэзия. То есть, она вот как-то так, да, то есть сначала в какие-то времена пишутся большие произведения, в какие-то времена пишутся вот эти выстреливают поэтические. Да, дух времени можно определить, наверное, да. Но это, то есть вот эти тенденции меняются. Они отражают время, так же, как и театр отражает время, так же, как и наши беседы сейчас, вот наш формат, он тоже отражает время. Наверное, да. Все-таки, скорее всего, это такая глубокая тема. Я бы, честно говоря, поговорил на эту тему насчет того, как она отображает. Потому что там есть вообще разные примеры. Ну, ладно, мы про это не будем говорить. Смотрите, у меня еще один вопрос есть. Вопрос языка. Я так понимаю, что вы хорошо говорите на крымско-татарском языке. Есть такое? Сейчас я говорю относительно хорошо. Потому что я много слышала критики в свой адрес по поводу того, как я говорю, как я пишу. Я стараюсь, сначала, конечно, огрызаюсь, или внутренне огрызаюсь, или на самом деле огрызаюсь, а потом я беру во внимание замечания и стараюсь корректировать. Я думаю, что сейчас я уже говорю хорошо, но это не потому, что я там специально ставила цель говорить. Просто так пошло, что я росла там, где, в нашей семье
говорили на крымско-татарском языке, и я была в качестве переводчика еще. Вот. Меня как бы вот так вот заставляли практически читать газеты, Ленин Байрағы, я ничего не понимала, я так... да, ну, то есть как бы все равно крымско-татарский язык присутствовал, музыка была, журналы были, книги были, я все это видела. Давайте обозначим какой-то рецепт от Майе, как можно, вот вы как-то говорили про спящий язык, вот мне хотелось бы об этом узнать, послушать от вас. Какой вообще рецепт? Я могу еще раз повториться, я могу быть не права, но я считаю, что первое, вот в нас этот язык спит. Да. Мы все его где-то в какой-то мере слышим, видим, он у нас есть, он у нас дома, у нас там когда-то говорили, что до 5 лет, если разговаривать с ребенком, у него база заложится. А вот если уже после 5, я вам хочу сказать, если ребенок пойдет в школу, у меня сын в течение месяца заговорил по-русски. Он просто вот как-то в месяц поменяли ребенка и все, языковая среда сработала. И вот, если человек находится, допустим, с рождения в языковой среде, то есть если эту языковую среду создает, ну, как государство, не государство, все. Но мы можем семью назвать языковой средой? И семья. Первое, конечно, ребенок слышит это в семье, а потом, если из каждого утюга будет звучать язык, песни, если, ну, то есть музыка, если будет колорит сам по себе, да, вот это, то, что, ну, назову это колоритом, да, если будет звучать крымско-татарское, вот она, языковая среда создается, в звук, который будет идти в ухо. Если человек будет говорить... Сейчас у нас это есть? Нет. Если человек у нас этого нету? Ну, мы с вами говорим по-русски. Да, но вы же можете по-татарски говорить? Можем. Вот. Нет, но... Не, мы сейчас какой-то рецепт хотим. Смотрите, я рассказываю. Можно теперь я хочу? Дайте. Если мы говорим про естественное развитие, да? Естественно, если человек будет с рождения находиться в языковой среде... Это идеально, вы говорите. Это идеально. Это идеально. А вот в нашем случае... Теперь наша история. Первое, мотивация. Нет, мотивации нет. Дальше. Я захотел, и я буду. Этого нету. Плевать. Этого не будет. Есть. Нет. Есть люди, с которыми ты говоришь, они с тобой говорят по-крымско-татарски в любом случае, даже если это крохи. На-русски. Это крохи. Ну, а подождите, это же рецепт. Это рецепт. А по рецепту дают лекарства? Если... Знаете, мне кажется, самый главный рецепт. Просто нужно поднять... Кстати, сейчас я эту среди молодежи тенденцию наблюдаю. Становится престижным говорить на крымско-татарском языке. Я за насилие. За насилие. Кстати, вот по поводу насаждения, заставляния и так далее. Когда мы еще учились, если ты помнишь, когда мы учились еще в университете, у меня была такая всегда мечта. Я считала, что с молодых ногтей нужно детей учить, ну, не учить, не обучать специально, то есть, опять-таки, создание естественной среды. Семья, можно, да? Кроме того, что семья, там, мама, бабушка, прабабушка и так далее, мультфильмы. Вот именно озвучивать, озвучка мультфильмов. А где показывают эти мультфильмы? Сейчас? Ну, вообще, вот вы говорите, вот, допустим, у нас есть мультфильмы. Где мы их показываем? Ну, у нас есть, допустим, сайт Крым Junior. Я, например, хотела бы, чтобы по 100 люди, просмотров? Ищут нет, люди, которые, где показывают мультфильмы. Я сама, знаете, сколько их озвучила? Вот это я, что вот как бы у меня была такая мечта, там вот озвучивать мультфильмы, сказки, фильмы. Я даже тогда еще таким магнитофоном записывали. Первое, это что я сделала, перевела Кавказ из «Кавказскую пленницу». Записывала это старым дедовским методом, потом переводили, потом, помнишь, Майка, еще мы ее распечатывали на вот такой машинке. Вот. А это я вам, что с экранов должна, то есть это с картинкой, вместе с картинкой, субтитры должны быть. И субтитры. Это вот я как просто бы не договорила про то, что я рада, что есть надписи, допустим, названия магазинов пошли на крымско-татарском. Вот это прекрасно. Если все надписи, которые человек визуально видит, то есть визуальная картинка,
звук, они вот несколько видов памяти, когда. Да, давайте просто язык, который вот, ну, то есть не фигуральный язык. Смотрите, давайте вот как бы честно, да, будем говорить. Мы же сейчас не можем создать большую языковую среду. Вот у нас есть. Давайте говорить про маленькую языковую среду, семью. То есть в семье мы что можем? Мы можем доступными. Просто сейчас мы, ну, говорим о доступных. Я говорю об идеальной картинке. То есть вот сейчас все доступно, сейчас желания у людей нету. Нет, не да все доступно. У кого есть, у того есть. Тот, это крохи. Тот говорит. А нам я нужно слышу массу. Очень много молодых семей, вижу молодых семей, которые говорят на крымско-татарском языке. У меня соседи. Особенно почему-то с детьми только. Там такой слабый. Вот между собой могут родители на русском быть. Знаете, у нас тоже какая-то странная установка, что я говорю, у меня сразу, я говорю с детьми на крымско-татарском. Такая установка. Я ее потом поняла, что не все дети понимают. И со стариками. Оказалось, что тоже неправильная установка, потому что не все старики могут тебе ответить на крымско-татарском. А есть 30 лет, да, вот этот возраст, который говорит на крымско-татарском, между собой, с детьми говорит. Так, ну смотрите, значит, мы можем сейчас серьезно учитывать вот эти вот семьи, в которых говорят на языке, конечно. Правильно? Ну, то есть, выводя вот этот рецепт, как нам бороться за язык, получается вот маленькая это семья, ячейка. Да. В этой семье, допустим, те же мультики на татарском, это тоже вариант, да, когда детям это все показывается. Наверняка в Ютубе, потому что телеканал ЭТР очень много мультфильмов. Да, вы же понимаете, что этот контент, он не выдерживает никакую конкуренцию с другим контентом. Но контент, тем не менее, надо все равно создавать, его надо тем, кто работает в этом направлении, все-таки какую-то поддержку оказывать. Но это же опять все в деньги упрется. Упрется в деньги, да. В итоге, в конечном Нет, я понимаю все, конечно, но я понимаю, что если не создавать тот самый визуальный и звуковой контент, да. Окружение, скажем так. Я же говорю, из каждого утюга должно быть. То есть, а как мы все говорим по-русски? Почему? Ну, в армию ушел, пришел, все по-русски говоришь. Детский сад, ребенок, который тындемеге бюльмеген бала, все. Через 3 дня мой ребенок, да, который. Ну, это должно быть государственность, получается. Да, это государственная программа. Все, у нас пока сейчас вот мало, и мы малым пользуемся. Мы просто Какой еще есть рецепт? Пропорционально мало. Что еще есть? Вот за что еще можно зацепиться? Мотивацию вы отмахиваетесь. Мотивация я вообще не признаю. Нет такого понятия мотивация. Есть понятие надобность. Желание. Нет желания. Есть желание, есть надобность. Как называется? Хочу и буду, как называется? Это из области романтики. Я вообще это не... То есть вы не представляете? Я знаю таких людей. Я думаю, что люди сейчас настолько в энергосберегательном режиме находятся, вот если им это тоже не надо... Может быть. Энергосберегательный режим я не могу отрицать, все правильно. Просто понимаете, в чем нюанс? Вот кому нужен язык, тот говорит на языке. Вот мне был нужен, я по профессии шла, и я вот все, понимаете? Этим все объясняется. Вот все. Моим детям я его, с моими детьми я разговариваю. На крымском у нас двуязычие, я не буду говорить, что у нас нет двуязычия, у нас есть двуязычие, потому что ребенок пошел в школу, и ему какие-то сложные понятия, я уже сама там начинаю теряться, когда начинаешь ему помогать в уроках, все, потерялась. И у нас ушел русский язык как второй, да, как костыль. И ребенок сейчас в колледже, я опять же но на бытовом у нас получается, сегодня были в магазине, мы говорим на крымско-татарском просто так, просто потому что, заходишь селям алейкум, там свои, мы заговорили, и у нас пошло. Когда-то Горяйнов это заметил. А у нас нет этого стеснения, когда вот эти вот 30 плюс мне кажется, уже нет. Мне кажется, поначалу, наверное, было сначала, нет. когда еще мало было крымских татар, еще слушали, смотрели. Да. Я помню однажды на главпочтамте мы с мамой что-то переговаривались, естественно, на крымско-татарском, и тут какая-то же... А чего вы разговариваете на непонятном языке? Говорите по-русски. А я вообще не с вами разговариваю. Мы вообще-то как-то с мамой общаемся. Вам-то какое дело до того, что мы говорим? Ну, может, вы обсуждаете. Вот. Некоторые были такие, которые... У меня брат двоюродный. Еще было, такое лет 13-14. С дедом пошел в город. А дед плохо слышит. И вот он... Айдер, сен билет на Алтын. Так удобно стало. Весь автобус на меня смотрит.
Нет, языку, я думаю, очень легко было бы научиться. Вот как то есть, на украинском наши заговорили. Опять же, люди, которые вот были из Узбекистана, это про утюг, эта история. приехали, которые вообще не понимали. Ладно, хорошо русский, но украинский там был непонятен. А они из Узбекистана, из совершенно другой языковой среды попали сюда и через какое-то время не могли отличить, на каком языке они посмотрели фильм. То есть, он, оказывается, был на украинском языке, да? Надо же. Вообще у нашего народа очень гибкое, я не знаю, или от того, что, наверное, в основном у людей слух хороший, или вот эта вот восприимчивость и желание... Многоязыковость. Да. То есть в Узбекистане на узбекском, на киргизском, на таджикском. Не, на таджикском. Но они же похожие языки просто. Возможно, потому что это одна языковая группа. Но мы стремимся понять, мы умеем понять. Я помню, мы смотрели Казан-Татарский театр, приезжал, и вот они на своем языке, и нам эти вот дали. Наушники. Что-то мне на нервы действует. То так же тоже понятно. А я вообще ничего не понимал. А первое время, нет, вот там первое время напрягаешься, а потом смотришь, ничего, нормально, все понятно. Ну, это, наверное, при условии, что хорошо свой язык хорошо знаешь. Да, наверное, при этом условии. Да. Потому что вот чувашский язык, он тоже считается тюркским языком. Вообще там много слов. Там вообще. Там устаревший. Но они христиане. Мы смотрели просто на каком-то... арабизированный язык, поэтому мы, получается, от тюркских чуть-чуть дальше ушли. У них более... И вот мы смотрели, спектакль на каком-то фестивале чувашский, наша тюркоязычная. Нет, там много слов. Чего непонятно. 3 слова. Вот 3 слова, которые мы поняли. И все. Я говорю, а как же? И вслушиваешься, и не можешь вот продраться сквозь это вот. Балкарский язык, вот кабардино-балкарский, у них похож на наш шималь-швесне. Потому что, в принципе, это все вот эти которые тут вот туда-сюда. Да, то есть у них похож язык, их понять можно. Да. Да, с тюркскими языками. Если, может быть, я когда-то у нас, когда Мидан работал, я думала, не только турецкие надо песни ставить, надо ставить азербайджанские. У меня такое, значит, у меня же идеализированная картинка, как надо, я же знаю, как надо. И вот мне казалось, что надо все тюркские поднимать, там, кумыков, кого угодно, поднимать и туда ставить, чтобы звучал. Просто, я же говорю, я понимаю, что слуховые, визуальные, все вот здесь включат, сам аппарат включится. Получается, не так все страшно, как можно подумать. То есть, если вот эти вот зерна, это очень вот если зерна эти есть, можно возродить быстро? Вы знаете, я не помню, какой язык возрождали. С нуля, да. Буквально там осталось носителей 150 человек. И вот они по крупицам, кто какие слова знал. Какой же это был язык? Валийский язык, что ли? Может быть. Я не знаю, я не буду, но я слышала, и вот они записывали. Кто что знает. Так, ребята, кто что знает, давайте записывать. Это не наша история, да. Нет, то есть в нашем случае мы в более лучшем состоянии. У нас уже и в современных, допустим, уже вот таких вот, в виде записи, то есть в виде Аллаха Шкур записывались старики, вот сейчас идет запись, эти проекты типа Тамарлар, эти проекты. Мы работали в музее, мы были в экспедициях, мы записывали просто наших интервьюеров, и уже это материал. Это фонетика, это лексика. Гирей Баиров делает просто вот колоссальную Даже просто работу. Вот слушаешь живую речь. Это важно. Почему когда я вела курсы языка в лексиконе, я говорила своим, то есть вот студентам, приходили, я говорила, слушайте, я им давала просто записи видео стариков, не те, которые на телевидении читают, там лоск, там все вот это вычищено. Там такие еще нагромождения еще бывают, такие совершенно ненужные нагромождения, а у стариков у них настоящий язык. Он немножечко суржик, потому что там идет вот это но, это все как бы есть. Но у них есть мелодика правильная, пусть это диалекты, но у них мелодика есть, у них есть... орфоэпия. Все, да, вот это все, что нужно человеку, чтобы перенять это все вот как есть,
Вот их надо слушать. И тогда просто у нас интересно дети, которые... У меня сын говорил, и Урия Демовна заметила, говорит, бахбу балагану, то есть он говорит лучше, чем я. Произносит, в смысле? Он произносит все правильно, он разговаривал как старичок. То есть дети говорят как старики, хотя ты их не учил так разговаривать. Это какая-то, вот я же говорю, это какой-то естественный там ген сработал, да. И он говорит правильно, а у нас не было рядом какого-то старше, чем я и муж. То есть вот мы, которые там несовершенно говорим на крымско-татарском, и у нас ребенок, который как старичок разговаривает. То есть это же мы не делали специально. Да. А оно где-то включает. Я думаю все-таки, что у нас где-то вот по крови ходит эта генная память, и если создать правильные условия, это будет. Ну, пока все, ну, пока все правильные условия имеется в виду тот минимум, который мы можем обеспечить, это семейный минимум. Пока семья, да. То есть, ну, пока сейчас мы, наверное, все-таки не готовы. Мы, наверное, не готовы, да? И какие-то все там на уровне пока запретов. языковых законов не но мы вообще, вот мы же театр, но не заслужили еще свое, нет? Вот как вот есть ощущение? В каком плане? Что вот наше общество его не родило, этот театр. Он еще в 30-е годы был рожден. Сейчас я говорю про сейчас. Ну, то есть рожден-то раньше он был даже еще. Ну, рожден, умер. Не про рожден давайте разговаривать, просто рожден. Нет, я не сторонник вот этого первый театр. Нет, я этим не страдаю. Я вот говорю сейчас. Если сегодня мы финансирование убираем, то вдруг мы выясняем, что он не нужен. Вы понимаете? Вот арбуз он нужен, за него дают деньги, его покупает человек. Потому что не первая потребность. Это потребность уже... Так это что, получается, мы еще холодильники не набили свои? Может быть. Так получается? Ну, может быть. Ну, то есть, когда человек объелся, и он начинает вот ему музицировать, он начинает философствовать. А если тебе завтра ему на смену... не нужно думать о том, как прокормить детей, да, во что их одеть и как отправить в школу, да? Иногда он, может быть, находит какой-то там коридорчик такой для того, чтобы для души. Сейчас с чтением, конечно. Вот вы заговорите про театр, а про чтение заговорите. Кто сейчас читает? Читают редкие... На татарском? Да на любом. А, вообще? Да. Что, мало читают? Я думаю, мало. Читают. Вы читаете? Я читаю. А вы читаете? Очень редко. Я вырываю... Раньше читала, вот я раньше читала, во-первых, мы с Маешкой как ну, это, у вас филфак, филологи, да. Вот в период ваша профессия филологии на нас читать. просто... Нет, тогда да, я читать люблю, просто сам по себе процесс. Просто очень люблю. Я люблю читать, но мне на него нужно время. Понятно. Я понимаю, что у меня крайне мало времени вообще. Почему? Ну, потому что как-то так получается. Может быть, я не умею организовывать. Но ну, подождите, ну вот вы дома сидите. Я вот вы дома. Знаете, что такое домохозяйка? Я знаю. Вот. Я знаю, что у домохозяйки время есть. Где? Да есть время. Когда? До 100%. Не, ну я могу сказать, ладно, у меня много времени отнимают соцсети, тем более, ну я как-то так радикально уходила недавно, вот сейчас через несколько месяцев я вернулась, пока меня не было в соцсетях, я читала. Вот. Это называется неправильная организация времени. И, кстати, я когда, думаю, на Facebook напишу, печатаю мои эстафет и смотрю, оно мне не в друзьях. Меня удаляют из Фейсбука в одном случае, когда женщина выходит замуж и удаляет ненужного мужчину из друзей. Просто я с этим сталкиваюсь. Это обычная женщина. Это просто женщина. А в моей Софии туда женщина. Я тоже иногда думаю, Майка мне опять дружбу предложила. Не поняла, куда она... Только же из гостей ушла. Проблема. Один театр, да? Ну, у нас все единственное. Одна контора, которая снимает фильмы. Одна контора, которая пишет сценарии, условно говоря. Сейчас больше. Все штучно, если, допустим, в основном. За пределами Крыма, там уже что-то... За пределами нас не интересует вообще. Да. То есть вне конкуренции. Вот один, вот значит образцовый, значит вот то, что он диктует свои права, монополии, я про это и говорю, что у нас есть... Монополия, поэтому нам нужно монархическая получается. Так, в плане размножаться. То есть театров не один, а два, три, студий не одна, там, а 3, вот представьте, 4, 5. Вот смотрите, вот представьте, что, за какие деньги? Что в воскресенье я, в субботу, я своей жене говорю, слушай, давай в воскресенье пойдем в театр.
Вот у нас такая программа, да, мы уже наелись, у нас холодильник полный, машина заправлена, говорим, давай пойдем в театр. Вторая тоже. И тут я захожу в приложение, и третья, все там. Захожу в приложение, а у меня 5 театров, и я смотрю афиши. Вот как мы в кинотеатр ходим, мы же афиши просматриваем. Так, значит, тут и Гитлер, тут, значит, Жанкоя, там вот эти женихи все. Смотрю, о, слушай, давай пойдем сюда. То есть мы создаем конкурентную среду, в котором театры тоже конкурируют и растут. Про это я и говорю, Если сегодня у нас один театр, в котором мало-мальски говорят по-татарски и что-то там шутят, и мы должны просто хвалить, потому что у нас есть театр. Хоть есть. Потому что мы пережили травму, которую у нас все отнимали. Да я не пережил эту травму. У вас, мы уже новое поколение. Я понимаю, но в народе в самом есть память о том, что у нас это было отнято. Ну, подождите, опять-таки, это очень... хвалить, понимаете, мы и будем хвалить только Аллаха шкур, что это есть, что оно. Но это же неправильно. Гада шкур, да. Но это же неправильно. Ну, из этого надо выходить уже. Вот поэтому 2, 3, 4 для того, чтобы был конкурентоспособный продукт. Потому что когда ты чувствуешь, что тебе в затылок кто-то дышит, ты, ох, как стараешься, ох, как думаешь, а я сейчас сделаю лучше, а я сейчас сделаю круче, и придут ко мне. Я говорю, что вот я это и нужно. Единственное издательство, которое стало не единственным, единственный музей, который стал не единственным, единственный театр, который тоже оказывается уже не единственный. То есть как бы, о, слушайте, я, наверное, талисман. Смотрите, то есть получается, что конкурентную среду мы создать не можем. Да? То есть у нас элиты, получается, кто... Давайте, элита – это очень такое понятие, элита, которое нужно определить, что такое. Ну, смотрите, вот, допустим, вот у нас есть богатые люди, да? Но они делают деньги. Подождите, это их хобби – делать деньги. У нас есть очень богатые люди, по-настоящему богатые люди. Вот есть понятие крымско-татарский театр. Да. Есть же понятие годовой бюджет этого театра. Конечно. Допустим, это будет, пускай, там, 50 миллионов рублей, к примеру. Я считаю, что для наших, даже крымских бизнесменов, для многих это подъемная сумма. Ну вот по чесноку, если брать. Есть у нас богатые люди, есть. Получается, у нас проблема в том, что понимание проблема, что у нас нет понимания, что нам это прям необходимо. Прям сразу за хлебом, то есть вот прям первая необходимость. Я думаю, что деньги делают деньги. Да. Люди, если дают деньги, то они должны получать больше или столько же. Да, я не думаю, что это вот вы как раз сейчас о меценатстве. Нет, я думаю, что если бы государство, например, пошло навстречу, да, вот этим богатым людям, и для развития, предположим, театра, им сказали бы, ну вот вы его там отчисление, а мы вам вот этих вот налогов, защиту. То есть была бы какая-то заинтересованность в том, чтобы меценаты содержали там театр ли, студию ли, я не знаю, ну какие-то еще. Смотрите. Да, тогда бы эти люди... Это прям идеально, но это вам не кажется, что это очень инфантильно? Вот вам не кажется так? Что получается мы сейчас официально говорим, что ну вот если государство нам как-то поможет, тогда мы что-то сделаем. Но это просто театр, это просто очень крупно. Это очень сложно, я согласен. Это очень крупно в плане финансов, то есть да, вы очень да. Но вот опять же Ильмар Аблаев, да, он же долго сопротивлялся, делал, у него были результаты, все, и в конечном итоге он уперся в минимальное финансирование. Речь не шла о миллионах. Я думаю, что он подробнее может это рассказать, но там просто было о минимальном. И вот этот минимум даже мы не можем обеспечить. Вы понимаете, насколько мы далеко от этой цели находимся? Я рассказывала про книги, которые у меня еще лежат по магазинам, которые за вообще копейки вот на самом деле. Книги – это вообще отдельная тема. Мы не читаем сейчас. У нас уже никто, многие не читают. А в театр, знаете, когда мы работали, мы видели, как к нам в театр люди шли, как на праздник, одетые красиво. Конечно. У нас был такой период, когда вот просто мы любовались людьми, которые к нам шли, когда вот я работала еще. А представьте, 4 таких театра будет. Ой, классно было. Супер конкуренция, супер уровень. Сразу начнет на дрожжах расти. Конечно. Да, абсолютно. Тогда театры начнут бороться за своих актеров. Знаете, какие-то студии когда-нибудь, я не говорю, то есть я, конечно, я неисправимый оптимист, меня, может быть, нужно останавливать. Я думаю, что, может быть, когда-то молодые какие-то ребята соберутся в каком-то подвале, я не знаю. Ильмар тоже был молодой, когда он это все организовывал. Может быть, еще такие есть молодые. Может быть, творчески скажут, да ладно, махнут рукой
и начнут как-то сами между собой делать какие-то, вы знаете, студийные вещи, выставлять это все, допустим, у нас народ очень долгое время был отлучен от театра, в принципе. Вот, например, в местах депортации, как это сейчас принято говорить, театра не было. Был ансамбль Хайтарма, который иногда вставлял в свои программы какие-то вот миниатюры, какие-то диаложки, монологи читались. Полноценным театром это не было. Театр возродился вот здесь, в Крыму, уже в 90-м году. 90-м? Ну, в 89-м, да. Ну, да. Первая премьера была в 90-м году. И люди постепенно, еще не будучи, как вы говорите, сытыми, они постепенно... Называется слово «мухтач». Да, вот. Как вода, как еда, нужно было свое вот родное. Потребность такая была. Да, люди начали ходить в театр. Потом какой-то, видимо, потому что это было что-то новое. Потому что это на волне возвращения. Потому что этого не было, а вот теперь есть. Потом как-то вот попритихло. Сколько продержалась эта тема? Год? Периодически зрители то появляются, то уходят, то опять появляются. Я не знаю, с чем это... в данной ситуации я понимаю, с чем это связано. Опять-таки, раскол нашего театра произошел, и вот... Делиться надо. Где? Люди стали делиться. То есть творчество начали еще. В новом или в старом театре? Вот так стали говорить. Я думаю, что мы и это переживем, потому что театр это вот как живой организм, он там бывает еще маленьким, взрослеет, там у него какой-то пик, какой-то расцвет. Вот сейчас у нас театр немножко приболел. Но я думаю, что мы выздоровеем, и зритель к нам вернется, и все у нас будет хорошо, потому что мы есть. Мы любим и уважаем нашего зрителя, и мы для него работаем.